Здравствуйте, в эфире программы «7 дней». В студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Когда мы купили землю, нам говорили, вот через год будет здесь школа, садики. Нам пообещали, что в 2020 году начнется строиться, в 2021 году уже дети все пойдут в школу. Куюки, часть 2. Есть ли перспективы и что увидим в будущем? Они ошарашены той суммой, которая по факту получается, которую они должны будут заплатить. Мы будем мониторить, мы должны сохранить бизнесы. Выживших посчитаем после марта. Отмена ЕНВД и провал бесшовной операции. Такого еще не было в нашей стране. Всеобъемлющее, такое мощнейшее движение. Символ возрождения. Значение мечети Кул-Шариф в интервью с первым президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым. Новость и, пожалуй, очень важная новость недели. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, после выхода нашей программы, дал поручение правительству и администрации Пестричинского района в 2-недельный срок разработать предложение по строительству школы в Куюках, а также промышленных площадок в непосредственной близости от этого населенного пункта. О ситуации в этой деревне под Казанью, которую давно пора уже назвать городом, мы говорили в прошлое воскресенье. Продолжим тему и сегодня. Итак, население Куюков выросло по неофициальным данным до 20-25 тысяч человек. При этом там ничего больше не растет, кроме жилых домов. Не растут детские сады, не растут школы и поликлиники. Мы уже не говорим даже о таких непременных атрибутах больших сел, как дома культуры и места отдыха. В Куюках на сегодня 1 детский сад и ни одной школы. В нашей прошлой программе мы показывали, к чему это приводит. Давайте покажем еще раз. Огромные, многокилометровые утренние пробки по направлению к Казани. Люди 2-3 часа едут на работу и везут детей в школы. В казанские, конечно же, школы. И на работу, конечно, тоже в Казань. Местные жители уверяют нас, что эта пробка значительно уменьшается в дни школьных каникул. То есть ясно, что школа нужна. Но дело даже не только в этом. В Куюках на сегодня нет главного – нет видения будущего. Что будет там через 10 лет, никто не знает. Сколько там будет жителей, ну примерно хотя бы, никто не сказал нам. Нормально ли это? Это абсолютно ненормально. То, что мы наблюдаем сейчас там, да и не только там, а вообще вокруг Казани, это не строительный бум, это хаос. Сколько лет мы твердим одно и то же. Гнаться за количеством квадратных метров, не возводить ничего абсолютно кроме жилья – это путь к постоянным проблемам, острота которых будет только нарастать. Жилье не единственное, что нужно человеку. Человеку нужен комфорт. Мы постоянно заняты решением сиюминутных проблем, и у нас нет времени поднять голову и посмотреть вдаль. Видят ли теперь эту перспективу хотя бы жители Куюков? Наш корреспондент Михаил Любимов снова отправился в Пестричинский район. В казанском зоопарке на днях проснулся медведь. Медведь, как водится, тощий и голодный после длительной спячки. А в селе Куюки Пестричинского района проснулась инфраструктура. Тоже тощая и голодная. Начались работы на месте строительства школы. Эти события произошли в один день. И они, безусловно, никак не связаны. Но это только на первый взгляд. Что ж вы так поздно проснулись? Где же вы раньше были? Задают вопросы жителям Куюков и окрестностей те, кто далек и от этих мест, и от понимания происходящего. Но это сегодня мы знаем, что все это поселение словно мираж посреди пустыни. Некогда привлекательной издали, но воображаемой скорее при первом приближении. Несколько лет назад наперед это знали только специалисты. Людям же казалось, что это скорее портал, чем тупик. Когда мы купили землю, нам говорили, вот через год будет здесь школа, садики. Нам пообещали, что в 2020 году начнется строиться, в 2021 году уже дети все пойдут в школу к сентябрю 2021 года. Мы радостные, все нормально, школа есть, садик есть. Типа, а что не знали? Конечно, мы не знали. Как можно было представить, что нас обманут? Так никто, не рассуждает.
когда принимают решение, что, ну, конечно, нас обманут, да. Нет, мы верим, что нам показывают генплан, в котором говорится, что через 2 года здесь будет садик и школа, в котором здесь будет бассейн и поликлиник, и мы этому верим. Наивно? Может быть. Ведь генплан в России – это не генеральный, а гениальный план того, как засеять сельхозугодье людьми и заполучить мгновенный урожай даже без последующего полива территории. 1 детсад на 20 тысяч человек – это все, что есть на сегодня. Отсюда транспортный коллапс. Садики и школы в Казани, работа тоже там. Но только если у вас по-прежнему казанская прописка. Или родственники, или связи. Прихваты, говоря русским языком. Из-за этих проблем нам тоже приходилось переезжать обратно в Нижнекамск. Вот когда пробки, но обратно вернулись, потому что, там снимать квартиру, а когда есть свой дом, тоже нереально так жить. Мы обратились к своим родственникам, делали временные прописки для садиков, для школ, потому что иначе нас не брали никак. Если бы мы пошли как-то по-другому, нам бы просто отказали. Сказали бы, мест нет, потому что классы действительно переполнены. Что в Салмачах, что в Казани, везде классы переполнены, школы нужны. Не только нам, куюкам, школы везде нужны. Здесь уже появилась проблема, 1 класс уже нас не взяли, то есть мест нету. И мне приходится, ребенок сейчас живет в Башкирии с моими родителями, потому что нам здесь школы нет. Вы бы хотели в Богородской тоже учиться, да, если была такая возможность? Если была бы там дорога, если было бы там вообще место, но мест точно так же для детей с куюков точно так же нету. Если даже учесть, что кабинет директора пришлось спустить в подвал и сделать из этого дополнительные классы. Это теперь кабинет директора? Да, это кабинет директора, который расположен на цокольном этаже данной школы. Рядом с библиотекой, с учительской. Как нам сказали. Не подвал, цокольный этаж, это предполагает. Где в кабинете директора что? Дополнительный кабинет. Кабинет директора? Вот он, кабинет. Да, вот он. Небольшой кабинет директора. Химическая лаборатория в кабинете директора, сам директор уже почти в подвале и новые классы, слегка тесные, но в пределах нормы. Правда, теперь за счет коридоров. Вот что такое соседняя Богородская школа. Из куюков здесь 27 человек всего. Некуда больше. Это сколько нужно было вам дополнительно мест создать? Здесь, конечно, сейчас перегруз, да, в школе? Перегруз. Если у нас проектная мощность школы на 250, 240 человек, на данный момент наша школа посещает 331 ребенок. Школа, которая вырастет вскоре в Куюках, будет вчетверо больше Богородской. 1224 места. Но детей в Куюках уже куда больше. Неофициально их 2205. То есть эта школа на 1224 места не может решить все проблемы? Мы рассматривали вариант, что мы на следующий учебный год перейдем в 2 смены, и то мы сможем принять только 350 детей, 330-350 детей. Во вторую смену? Во вторую смену. То есть открытие школы в Куюках станет событием десятилетия. Это открытие, возможно, даже уменьшит пробки. Но все это лишь на время. Детей в этом сельском мегаполисе уже больше. А вскоре после строительства школы подскочит цена за квадратный метр. В гениальных планах застройщиков наконец-то появится осязаемая социальная инфраструктура. Поселение будет расти как на дрожжах, и сюда снова вернутся и многокилометровые пробки, и катастрофическая нехватка школ и садиков, и новые миражи. Все это непременно случится, поскольку то, что мы видим сейчас, это не планирование и взгляды за горизонт. Это кризисное управление. Управление процессами, вышедшими из-под контроля. Нет никакого контроля сегодня. Его нет даже в теории. Никто не мог предвидеть. И сейчас мы даже не можем предвидеть, что будет через 5-10 лет. А есть у вас хоть какая-то возможность сказать застройщику, уважаемый, прежде чем построить здесь жилье, построй сначала вот это, вот это и вот это? Вы знаете, к сожалению, такой возможности нет. И на самом деле здесь на стороне застройщика стоит и закон. Закон запрещает, прямо запрещает ему использовать средства дольщиков на строительство социальной инфраструктуры. Решение квадратных метров – это, к сожалению, не самая главная задача. Потому что нельзя думать отдельно о квадратных метрах
не понимая, что завтра там будет семья, которая требует всего, что необходимо. Можем решать в аварийном режиме регулирования проблем, а на самом деле надо переходить к развитию агломерации в целом. И вот эта комплексность, она как раз и будет говорить о том, что мы смотрим и упреждаем проблемы. Агломерация, то есть единый с Казанью каркас. Вот этот знак, стоящий на въезде в Куйки, по сути вводит нас в заблуждение. Одна корова на все Богородское сельское поселение. Вот что такое нынешнее так называемое село. Здесь нет крестьян, и сельчан тоже нет. Это спальный район города. Это город по определению. Одно из его щупалец. Эти щупальца Казань простирает давно и во все без исключения стороны. Мы привыкли называть их окраинами, но Казань давно не средневековый город. У нее отныне множество центров. Город давно полицентричен де-факто, но не де-юре. Жители и сами это чувствуют. Мы себя жителями Казани, конечно, ощущаем, потому что до Казани здесь, тут, ну, даже до границы, если взять, которая в поле, 5 минут, а до Пестрецов нам ехать минут 40. Ну, как бы это просто даже нелогично. Это реально, это уже не деревня, даже не поселок, это превращается в город, а инфраструктуры никакой нет. Вот, посмотри, я сшил себе костюм. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Узкая специализация. Нет виноватых, потому что и ответственных за общее нет. Как и стремление называть эти территории общей проблемой города и села. Вот поэтому без хорошего согласованного развития Казани как центра агломерации и прилегающих территорий, без вот этого вот генплана, развивающего всю эту территорию под названием агломерации, мы системного решения не найдем. И очень важно, глядя вперед, не забывать своих ошибок. Вот если мы будем заглядывать за край тарелки, тогда мы не будем каждый раз переходить на аварийный режим управления. Итак, у нас две новости. И обе, в общем, хорошие. Весна на дворе. Медведи выходят из спячки, и мы за ними кое-где. Мы надеемся, что в Куйках сегодня строят не школу, а строят будущее. Мир изменился. Мы все проспали. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Сейчас о еще одной теме, которая не сходит с радаров нашей программы. Проблемы малого и среднего бизнеса. Признаюсь, в какой-то момент я думал, у предпринимателей это уже вошло в привычку обижаться на государство по поводу и без. Но о бедном предпринимателе мы вновь замолвим слово. Есть повод. И на этот раз, к сожалению, очень серьезный. Уже всем хорошо известно, что с Нового года по решению федеральных властей был отменен ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Напомню, это был достаточно популярный режим налогообложения для представителей малого бизнеса. И что уж греха таить, не всегда только малого. Платить было выгодно и удобно. Среди его плательщиков было много представителей торговли и сферы общественного питания. По статистике, по итогам 2019 года ЕНВД платили порядка 55 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, или 38% от общего количества предпринимателей. Государство посчитало ЕНВД не совсем рыночным налогом, так как величина его не зависела от фактического дохода. Как такое можно позволить? И уж больно неподходящее время было выбрано. Тут и пандемия, и локдаун, и общее падение доходов, спроса, деловой активности. Президент Татарстана Рустам Минниханов обращался с предложением к федеральному правительству повременить с этим решением. К сожалению, Москва не поддержала. Заменой ЕНВД должны были стать другие специальные режимы налогообложения, упрощенные и патентные. И там увеличение нагрузки было существенным.
Перед самым Новым годом буквально на флажке Государственный совет Татарстана принимает соответствующий закон, который по задумке должен был сделать переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему максимально безболезненным или, как заявляли, бесшовным. Что для этого было сделано? Во-первых, покупателям патентов дали право получать страховые вычеты. Это серьезное послабление. Во-вторых, был расширен перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему. В Татарстане с 63 до 82. Ну и в-третьих, были даны послабления для торговли и общепита. Раньше площадь торгового зала для покупателей патентов не должна была превышать 50 квадратных метров. Теперь планка повышена до 150. И вроде бы всем можно выдохнуть. Но не тут-то было. Выяснилось, что бесшовного перехода не получилось или пока не получается. 31 марта заканчивается так называемый переходный период для тех, кто платил за патент по льготным ставкам, максимально приближенным к старому ЕНВД. А дальше новая реальность. Я не исключаю, что большинство предпринимателей даже не догадываются, что налоговая нагрузка может вырасти и вырасти существенно, у кого-то даже в разы. И дьявол, как обычно, кроется в деталях. Детали эти были упущены в федеральном законодательстве, но так получается, перенесены сейчас и на уровень Татарстана. В чем тут дело? Почему впору еще раз вспомнить незабвенного Виктора Степановича Черномырдина с его знаменитым «Хотели как лучше»? Об этом в репортаже Тимура Бекмурдина. Все равно когда-то это нужно было сделать. Мы улучшаем тем самым этим законопроектом или ухудшаем положение малого и среднего бизнеса в республике. Мы будем мониторить, мы должны сохранить бизнесы. Законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения в Татарстане готовили практически с колес, да и принимали, можно сказать, на флажке. За несколько дней до часа Х официальной отмены ЕНВД по всей России с 1 января 2021 года. Почему так вышло? Ясность частично внес сам президент Минниханов. Он лично до последнего момента пытался отговорить правительство страны от этого шага. Приводил веские аргументы, о которых и мы все хорошо знаем. Тяжелые последствия пандемии, локдауна для бизнеса, общее падение доходов, спроса, покупательских потоков. Увы, Москва решила по-своему. Логика в этом решении, наверное, тоже есть, особенно с позиции Минфина. Кризис ведь он ударил не только по бизнесу, но и по казне. А как еще восполнять выпадающие доходы? К тому же, сколько можно тянуть с отменой нерыночного ЕНВД? Как это выглядело в разрезе такого региона, как Татарстан? Немного статистики. По итогам 2019 года в республике было порядка 55 тысяч плательщиков ЕНВД. Из них 3735 или около 7% это плательщики юридические лица. То есть с этого года они автоматически переходили на иные режимы налогообложения и в любом случае с 2021 года платят больше. Повторимся, ЕНВД был налогом удобным и для многих компаний выгодным, но в правительстве хорошо знали, что он не учитывал фактические доходы бизнеса. В этой ситуации главная задача была сделать переход для оставшейся части бывших плательщиков ЕНВД максимально, слово комфортным не совсем подходит, бесшовным, что ли. То есть все, в том числе бизнес, понимали, что так или иначе налоговая нагрузка изменится и, скорее всего, будет больше. Вопрос, насколько больше? Опрос среди предпринимателей, который мы провели до Нового года, показал, бизнес не готов был к резким поворотам судьбы. Одно дело платить на 10 или 20% больше, другое в разы. Эта сумма будет выше в 6 раз, чтобы вы понимали. В 6 раз мы будем платить налога больше. Это везде увеличение налоговой базы. То есть нигде нет такого, что вам стало легче. Конечно, в правительстве Татарстана все это понимали, поэтому задача была поставлена просто – дать предпринимателям приемлемую альтернативу. При переходе с ЕНВД, если на патент, по расчетам Минэкономики, по такой схеме потенциально могли пойти до 35 тысяч предпринимателей или 63% прежних плательщиков ЕНВД, потери у них должны были быть минимальными. Как этого добиться? За счет послаблений и льгот, которые были предусмотрены в новом законопроекте. Первое – это возможность снижать стоимость патента на величину страховых взносов. Второе – было решено расширить перечень видов деятельности, по которым можно получить патент, с 63 до 82. И третье – были введены отдельные послабления для торговли и общепита. Раньше площадь торгового зала для покупателей патентов не должна была превышать 50 квадратных метров. Теперь планка повышена до 150 метров.
Главный посыл всего документа, который в случае необходимости будет дорабатываться, обозначил президент Татарстана Рустам Минниханов. У правительства нет никакого интереса здесь сделать какой-то доход. Наоборот, сегодня бизнес он нуждается в нашей поддержке. По итогам нашей работы мы посмотрим, где какие у нас, если будут возникать обращения или какие-то перекосы, значит, мы повторно можем внести и принять необходимое решение. Наш президент сказал, что давайте закон примем, а все те проблемы, которые выявятся в процессе его применения, будем оперативно корректировать. Что это за проблема такая и почему поправки в документ, принятые депутатами, нужно вносить как можно скорее? В предпринимательских сообществах дают пояснение. Дело в том, что до конца марта действует установленный федеральным центром переходный период. Многие предприниматели, которые успели купить патент, фактически платили и платят по льготным ставкам. Однако с 1 апреля льготы заканчиваются, и все расчеты будут вестись уже по новым правилам. И первый сюрприз, который ожидает малый бизнес, то, что платить по патенту придется не из площади торгового зала или зала обслуживания, как это было при ЕНВД и переходный период, а с величины общей площади объекта. То есть, если это магазин, то площадь зала плюс площадь всех вспомогательных помещений, а это склады, подсобки, коридоры и так далее. То же самое и с ресторанами. Это недоработка федеральных законодателей, которые пока, по крайней мере, переносятся на Татарстан, на конкретных предпринимателей. Либо мы уже слетаем, да, мы не попадаем до 150 квадратов, хотя как бы имели право. Либо же мы платим, у нас там 70 квадратных метров зал, а мы должны будем заплатить не за 70, а все 150, которые у нас находятся по общему плану БТИ. Простой пример. Возьмем реальный магазин в Казани общей площадью 120 квадратных метров. Из них 50 метров – это торговый зал, 70 – вспомогательные помещения. В прошлом году по ЕНВД предприниматель платил около 260 тысяч рублей в год. По патентной системе с 1 апреля должен будет заплатить 623 тысячи в год. Увеличение нагрузки в 2,4 раза. Я 100% был уверен, что там только торговая площадь. А сейчас буквально недавно узнал, что будет считаться и склад, и санузел, и кухня. Все это прям, я не знаю даже, как будет, честно. Для них это явилось неожиданностью. Они обращаются к нам за консультацией, они просят помочь им рассчитать этот налог. Мы садимся вместе с ними, считаем. И, честно говоря, для них это, они ошарашены той суммой, которая по факту получается, которую они должны будут заплатить. Ситуация действительно абсурдна, не только потому, что обещали бесшовный переход, а по факту рост платежей может быть в разы. Абсурд и несправедливость такого подхода видна и по следующему примеру. Известно, что магазины и кафе площадью до 10 квадратных метров платят сегодня в республике по фиксированному тарифу. Возьмем двух предпринимателей с абсолютно одинаковой площадью магазина 50 квадратных метров. У первого при этом площадь торгового зала 10 квадратных метров, у второго, допустим, 10,1. Ничего принципиально не меняется ни для бизнеса, ни для покупателей, кроме суммы налога. Первый предприниматель заплатит почти 52 тысячи рублей в год, второй по патенту в 2021 году с апреля месяца почти 260 тысяч рублей. Разница в 5 раз. Как исправить ситуацию? В Ассоциации рестораторов считают, что оптимальным было бы считать налог по патенту с величины торгового или зала обслуживания. Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс России. В Торгово-промышленной палате предлагают в том числе подумать над компромиссным вариантом – платить по фиксированным ставкам, привязанным к площадям. Чем больше площадь, тем выше ставка. Мы предложили такой вариант, чтобы установить ступенчатость. Установить, что, допустим, от 10 до 15 стоимость патента такая-то, от 15 до 10 квадратных метров, если площадь зала, стоимость такая-то и так далее. В любом случае, предприниматели ждут от властей более оперативной реакции. Соответствующие запросы и предложения ассоциации уже сделали, и работа над ними в министерствах и ведомствах идет. Нужны конкретные действия и решения. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Андрей Кузьмин. 7 дней. Как подсчитала аналитическая служба электронной газеты «Реальное время», в 2020 году в Татарстане количество преступлений в сфере экономики выросло более чем на 22%, достигнув максимального показателя за последние 3 года. И зарегистрировано максимальное за 5 лет количество преступлений в части незаконного образования юридических лиц, компаний.
Такой резкий рост показателей говорит прежде всего о качестве работы правоохранительной системы. И 2020 стал тем рубежом, когда многие экономические преступления были доведены до суда. В прошлом году в Татарстане возбуждено 520 уголовных дел по незаконному образованию юридических лиц, то есть оформлении их, например, на подставных людей. Наша республика занимает по этому показателю второе место в Приволжском федеральном округе после Самарской области, где 565 дел. На третьем – Башкортостан. Здесь 270 дел. Это, кстати, один из способов вывода денежных средств из легального оборота, то есть обналичивания и ухода от налогов. Зуфар Давлетшин детально изучил незаконные финансовые схемы. Примерно таким образом заканчивается карьера тайных банкиров, не желающих делиться с государственным бюджетом. И картина перед силовиками в таких домашних банках примерно одинаковая. Множество банковских и сим-карт, печати, документы. 32-летний житель Казани совместно со своей 26-летней знакомой осуществляет незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Молодые люди в течение 2 лет производили банковские операции, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат в размере не менее 12% от каждой сделки. Их общий доход от противоправной деятельности за 2 года составил около 6 миллионов рублей. Но до момента задержания проходят недели, месяцы и даже годы работы правоохранительных органов и банков. Потому что чаще всего это уже не банальные так называемые фирмы-однодневки, которые получили деньги на расчетный счет и сняли наличность. Эта схема всем известна, а потому работает редко. Любители скрыть доходы придумывают новые пути нечестного отъема денег у государства. Многоходовые вот эти цепочки, значит, перечисления на фирмы транзитеры, которые подтверждают, якобы приходят директора, говорят, что да, мы выполняли работы, да, мы, значит, эти деньги получали, потом уходит на следующий транзитер, тот тоже подтверждает, доходит до 5-7 цепочек, где уже в конце все это обналичивается. Процент, который остается у так называемых обнальщиков, варьируется от 5 до 20, в зависимости от сложности схемы. Работа с бюджетом, через торги и конкурсы, документальные подтверждения якобы прозрачности организации и многие другие факторы влияют на удорожание операций по выводу денег из легального оборота. Да, собственно, и получаемый барыш приходится делить на многих. Это уже не только директор и бухгалтер. Кто-то отвечает за регистрацию фирмы однодневок, кто-то занимается работой с банками, снятием наличных денежных средств, кто-то занимается с подачей отчетности в налоговые органы. Есть лица, группа, которая занималась подбором номиналов, так называемых. Номинал – это лицо, на которое оформляется фирма однодневка. Есть группа, которая занимается только перевозкой денежных средств на специальных бронированных автомобилях. Чаще всего к услугам таких теневых банков в нашей республике обращаются представители строительной сферы. Кроме личного обогащения, неучтенная наличность нужна для зарплаты в конвертах, с которых не платятся налоги, а значит и будущей пенсии не начисляется. Да и некоторых чиновников предприниматели благодарят конвертами с деньгами, чтобы получить выгодный заказ. По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10%. Здесь речь о действиях только одной группы из 13 человек. Каждый год задерживается несколько таких формирований. В 2020-м многие члены подобных экономических организованных группировок получили реальные сроки. А достигать они могут 7 лет, если это просто обналичивание. А за создание преступного сообщества или группы Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы. С обналичиванием мы сталкиваемся практически каждый день, по крайней мере, очень часто. Например, когда снимаем заработную плату в банкомате. Но, конечно же, это всего лишь не то, что даже капля в море, а, скорее всего, какая-то микрочастица Вселенной по сравнению с теми масштабами, которыми орудуют те самые обнальные фирмы, лжебанки. Обороты таких лжебанкиров достигают десятков миллиардов рублей, чистого дохода сотен миллионов. Бывает, что от действия таких групп страдают и вполне законопослушные бизнесмены. К примеру, в поле зрения федерального телеканала попала предпринимательница из Набережных Челнов. Она случайно узнала, что стала директором крупной фирмы в Москве. А электронную подпись для регистрации организации на ее имя злоумышленники подделали в Екатеринбурге. И, кстати, один из жителей тоже столицы Свердловской области стал другой жертвой, но уже добровольно. Мы были в Самаре, в Нижнем Новгороде, в
Курске, в Воронеже и в Москве. Это за одну поездку? Да. А что ты делал в этих городах? Ну, чисто ходил в банки, оформлял на себя карты, пластики, золотые. Много вас было? То есть... 6 человек в туре. Официальные банки вынуждены придумывать новые способы противостояния лжебанкам. Есть в них специальные службы по разным направлениям, одной из которых – compliance. К компетенции этой службы как раз относится противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Банки находятся на самом деле на передовой. Они являются первым звеном по недопущению и максимально эффективному и быстрому противодействию обналичиванию средств, транзиту денежных средств. Мы каждый день выявляем все новые и новые схемы. На самом деле, если посмотреть на статистику, то она удручающая. То есть объемы попыток обналичить денежные средства или провести какую-то другую незаконную операцию, их очень и очень много. Специалисты банков исследуют происхождение денег, запрашивают выписки из других банков по конкретным организациям. Словом, при малейшем подозрении проводится многоуровневая проверка. Есть такое понятие, как черные и серые списки. Есть списки, которые формируются непосредственно Банком России и направляются в кредитные организации. Есть внутренние списки банка, которые формируются на основании некого опыта взаимодействия с клиентами. Скорость реагирования, она с каждым днем повышается. То есть стало все сложнее и сложнее проводить эти сомнительные операции, хотя попытки только увеличиваются. А чтобы не прибегать к услугам банков, используется еще один способ – покупка наличности за безналичный расчет. То есть, например, продавцу на рынке перечисляется сумма на расчетный счет, а он отдает ее уже наличными, так называемому покупателю, из денег, вырученных за продажу на рынке, но за минусом процентов. Словом, используются и старые схемы, придумываются и новые. Большой поток регистрации идет. Может быть, регистрация на территории Республики Татарстан, но с территории других субъектов. Потому что здесь все-таки такой заслон им поставили из стороны налоговых органов, стороны МВД, что некоторые лучше говорят, лучше работать в других регионах. Как видим из примеров, организаторы таких схем могут находиться за пределами Татарстана, который стал очень привлекательным не только для честного бизнеса. В целом же по России количество всех экономических преступлений за последние 5 лет выросло более чем в 11 раз. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Андрей Кузьмин. 7 дней. При содействии пресс-службы МВД. Бродячие и очень опасные. С момента принятия закона о безнадзорных животных прошел год, а бездомные собаки так и не стали другом человека. Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об ответственности за безнадзорных животных. Согласно его концепции, собак нельзя ни отстреливать, ни усыплять. Теперь их стерилизуют, прививают и отпускают обратно на волю. На словах все выглядело очень здорово. Но, как оказалось, на практике закон не решил старые проблемы, а создал новые. Стерилизация так и не стала гарантией того, что собаки не соберутся в стаи и не нападут на людей. На днях в Новосибирске бродячие псы набросились на маленькую девочку, которую пыталась бесстрашно спасти сестра. Посмотрите, это страшные кадры. Но с агрессивным псом с трудом справились только 2 взрослых мужчин. Скажете, случай единичный? Нет, не скажете. Потому что стаи бродячих собак атакуют и Казань, и десятки других районов республики. И каждый из нас это видит. Кстати, в законе прописано, собаки, которые слишком агрессивны для того, чтобы выпускать их обратно, должны оставаться на пожизненном содержании в приютах. При этом на строительство, содержание самих приютов и агрессивных собак, живущих в них, не выделено ни копейки. Только собственные средства владельцев питомников или благотворительность. Депутаты Думы Астраханской области уже разработали обращение к Госдуме России с предложением снова изменить, в общем-то, еще не старый закон. В частности, речь идет о включении в него возможности умерщвления бродячих собак, если они проявляют агрессию и являются угрозой для жизни и здоровья людей. В Красноярске власти еще в прошлом году начали готовить поправки в федеральное законодательство после 3 смертей горожан из-за укусов бездомных собак. Диляра Юсупова о том, почему закон оказался собачьим и есть ли выход. Продуктовая упаковка из-под мяса или рыбы. Вот прямо вот здесь, видимо, они в мусорке их как бы раздирают из пакетов и потом вот растаскивают по улице.
Оставить след. В данном случае это совсем не метафора, а следствие того, за что бьются во всех регионах почти десяток лет. За порядок. В умах, ну и в домах, конечно. В поселках так вообще придомовая территория – тот же дом. Но здесь, в Новом Караваево, этот дом защитить от бездомных гостей невозможно. Зинаида уже все убрала за бродячими собаками. На этих фото видно, какие сюрпризы они приносят под дверь. Иногда встречаешь собаку, которая никак не реагирует, ее просто неприятно сталкиваться с ней. То есть я вот хочу ходить по чистым улицам, чтобы собаки не сидели, допустим, на обочине, да, и я, подходя к ней, у меня не возникало мысли, как она отреагирует, что произойдет при встрече с ней. В администрации ей помочь не смогли. Собаки, гуляющие сами по себе, не предупреждают заранее, где их найти. Но и гоняться за ними никто из контролирующих органов не собирается. Закон, хоть и вступил в силу год назад, красиво пока выглядит только на бумаге. Напомним, что Госдума приняла решение о гуманном способе борьбы. Собак теперь отлавливают, прививают, стерилизуют и отпускают в обратное место обитания. Казалось бы, гладкая схема, но и здесь получилось против шерсти. В этот закон он и так долго готовился, в течение 10 лет. Нам дали время 1 год. Вот практически в 2019 году мы могли поработать. Что мы сделали? Мы, в принципе, мало что сделали для того, чтобы решить эту проблему. Закон не обеспечен финансированием, в том числе, скажем, федерального центра, ни копейки на выполнение, исполнение вот этих регламентов нет. Собаки ведь, в принципе, не виноваты, что они появились на наших улицах, в селах, деревнях, городах. Сам микрочип – это один из вариантов идентификации животных, вводится в животное вот таким шприцом-аппликатором. Он стерильный, представляет по сути себя обычный шприц, но в нем уже содержится вот эта микросхема. И вот этот микрочип уже можно вот таким простым устройством уже считать в любой точке мира. Это не опасно, да, для животного? Это абсолютно безболезненно и воспринимается животным как обычный укол. Новые требования выполняются, но напоминают брошенную кость. Грызите, что дают. Само чипирование – слишком дорогое удовольствие, пока дело ограничено прививкой. Привито более 9 тысяч собак в Казани, бирка на ухе. Но все это было год назад. Собак нужно прививать заново. Снова отлов, снова в бой. Как распознать, когда именно пес получил вакцину? Новая собачья шарада. В этом году мы опять будем помогать им прививать животных против бешенства. Разрабатываем сейчас, чтобы не было, как говорится, никаких накладок. Скорее всего, в 2021 году уже будут бирки другого цвета, для того, чтобы знать, какие животные в каком году привиты и когда следующая вакцинация. За год это просто нельзя охватить. Это называется, как говорится, объять необъятное нельзя. Но работа ведется. Бродячие собаки бродить не перестали. Не перестали они и нападать на людей. Прививка совсем не гарантия от агрессивного поведения, а стерилизация численность, может, и уменьшила, но не намного. Улицу Петра Камалеева, на котором располагается целое учреждение культуры, культурным не назовешь. Злачное место, особенно вечером. Особенно, если идти в одиночку. Здесь стаями ходят собаки, то есть каждое утро пройти здесь очень проблематично, так как они начинают набрасываться, лаять на всех. Были такие случаи, что и кусали наших сотрудников. И так, что не так с законом. На самом деле все так. Закон необходим, но требует проработки, а еще бюджета. Бешеных псов, если они действительно бешеные, по новому закону усыплять нельзя, а вот содержать их попросту негде. Замкнутый круг, в котором малочисленные приюты почему-то никем не финансируются, а существуют на деньги благотворителей и зоозащитников. Мы сегодня жалеем бюджетных денег, но все равно же за счет бюджета будем лечить этих людей. А некоторых, возможно, и не излечим, насколько психологически это стресс. Направляем спортсменам, направляем другие мероприятия. Надо взвесить, что важнее для людей-то. Необходимо в комплексе работать. Другого выхода нет. Поэтому должны строить мы приюты. И безусловно, надо выносить изменения в законодательные акты.
Что получается? Содержать старые не на что, а строить новые некому. Так рассуждают чиновники, но не является правдой в действительности. Люди есть, и вот одна из них. Марина, жительница Аксубаева, создала, можно сказать, своими руками питомник, где 300 собак и несколько десятков кошек. Создала сама, с помощью таких же простых людей, как она. Для чего? Просто из любви к животным. Для начала появлялись у нас кошки. Потом стали подкидывать щенков, подкидывать собак. Когда уже было 50 собак, я уже думаю, так, они же в будках не могут сидеть, они срываются, естественно, они убегают. Я решила, что нужно сделать что-то, чтобы не мешать жителям, чтобы и жители не жаловались, дискомфорта не чувствовали, и чтобы и собакам было комфортнее в вольерах, нежели сидеть в будках на цепи. Этого места, которому от роду уже 10 лет, не существует на бумаге. У Марины нет на это средств. Все свои деньги она тратит на корм и содержание. Готовый человек, готовый этим заниматься. Известная в своем районе, но не замеченная республикой до недавнего времени. Проблему обсуждают и в других регионах. Где-то предлагают ввести усыпление агрессивных собак, где-то изменить законодательство. Депутаты Татарстана тоже в курсе происходящего. Они уже подготовили серию предложений для правительства, среди которых строительство приютов, площадок для выгула собак, а также сместить фокус внимания на зарубежный опыт. Остается надеяться, что предлагаемые меры не провалятся, а оставят след не как метафору, а как крик о помощи. Лай, который будет услышан. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите далее. Такого еще не было в нашей стране. Всеобъемлющее, такое мощнейшее движение. Символ возрождения. Значение мечети Кул-Шариф в интервью с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. 8 марта президент республики поздравил всех женщин с праздником не только официально. В своем инстаграме президент разместил поздравительный ролик. Всем женщинам Рустам Минниханов пожелал здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. Президент Татарстана 10 марта отправился в новое хранилище Росреестра в селе Столбище. Его мощности позволит сохранить до 65 миллионов бумажных дел. Это около миллиарда листов формата А4. Для удобства здесь установили мобильные стеллажи. Конструкции можно будет передвигать целыми модулями по специальным рельсам. Рустам Минниханов ознакомился с современными условиями работы хранилища и его техническим оснащением. В среду состоялось выездное заседание Комитета Госсовета по жилищной политике. Сейчас 31 район республики готов предоставить участки для апробирования новых стандартов градостроительства. До принятия закона по комплексному развитию территорий застройщику даже с конкретными решениями было сложно получить тендер или выиграть конкурсный отбор на развитие территории. Фарид Мухаммедшин вошел в Федеральный оргкомитет «Единой России» по подготовке и проведению предварительного голосования. Состоялось его первое заседание. Встречу провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. С помощью праймериз партия планирует определить и выдвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму. Еще одно заседание Госсовета Республики пройдет 18 марта. Такое решение приняли на президиуме. Его провел Фарид Мухаммедшин. В план работы сессии комитеты внесли 24 вопроса, обсудят и 11 законопроектов. Особое внимание уделено вопросам градостроительства и обеспечения защиты жилищных прав граждан. Татарстанские единороссы создали региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования. Такое решение тоже приняли на заседании президиума Татарстанского политсовета партии. Встречу провел Фарид Мухаммедшин. Спикер Госсовета входит в состав Федерального оргкомитета. Накануне в Москве прошло его первое заседание. Алексей Песошин провел заседание Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан. В работе принял участие руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Как выяснилось при обсуждении, 100% исполнение закона о государственных языках в Татарстане не достигнуто. Так, за последние 3 года более 25 тысяч законодательных актов остались без перевода на татарский язык. Алексей Песошин и Асгат Сафаров потребовали у глав районов усилить работу по реализации законодательства.
12 марта в Казани наградили победителей творческого конкурса национальных проектов. На конкурс представили более 2000 работ. Победителей определили в 7 номинациях. Фарид Мухаммедшин отметил, что нацпроекты стали самой масштабной программой по улучшению условий жизни населения. Печальная новость. Большая утрата для всей республики. На 84-м году жизни не стало народной артистки России и Татарстана Нажибы Ихсановой. Легендарная актриса Камаловского театра родилась в Азнакаевском районе, окончила Щепкинское театральное училище в Москве. Вся ее дальнейшая жизнь была связана с Татарским академическим театром. Созданные ею многогранные образы полюбились зрителю всей страны. Характерная драматическая актриса с глубоким погружением в роли, ярким темпераментом. Ее имя большими буквами вписано в историю татарского театра. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по театральному цеху Нажибы Гимаевны. Мы продолжаем программу «7 дней». Возрожденная мечта поколений. Под таким названием на этой неделе открылась выставка, посвященная 25-летию с начала строительства мечети Кул-Шариф. Это один из самых знаковых, красивых символов республики. Историки и культурологи называют Кул-Шариф мостом, соединяющим прошлое и будущее. Конечно, мечеть в первую очередь памятник духовности татарского народа и один из шедевров современной мусульманской архитектуры. Но я бы хотел обратить внимание на само название выставки «Возрожденная мечта поколений» и дату, которой она приурочена. Не к юбилею со дня открытия, а к юбилею со дня начала строительства. И это, на мой взгляд, самая существенная и важная деталь, потому что строительство Кул-Шариф стало по-настоящему народным. Откликнулись и крупные меценаты, и малый бизнес, и сельчане, и горожане, богатые и малоимущие. Люди приносили кольца, цепочки и отдавали даже последние деньги. А ведь вспомните, какой была ситуация в стране в 1995 году. Именно в 1995 году, 15 ноября, первый президент Республики Татарстан Ментимир Шаймиев подписывает знаковый указ о концепции развития и использования ансамбля Казанского Кремля. Именно в этот день и было принято решение о воссоздании мечети Кул-Шариф, память о которой жила в сердцах татар на протяжении многих лет. Строительство объединило тысячи людей из разных концов планеты, которые морально и финансово поддержали благое дело. Неудивительно, что Кул-Шариф считают символом возрождения духовности татарского народа и символом возрождения традиций меценатства. Эльзира Юзаева окунулась в историю. Это было время больших перемен. Время, когда родилась искра, надежда, которая привнесла в жизнь людей особую духовную атмосферу. Многовековая, многострадальная, преданная забвению история народа должна была вновь ожить в образе памятника внутри Казанского Кремля. Работа над проектом архитектурного комплекса Кул-Шариф началась зимой 1995 года. В общей сложности строительство длилось около 10 лет. И эти 10 лет, по сути, стали временем испытания для веры, которое, как считают сегодня татары, им было все-таки ниспослано с небес. Тарихыбызны белмәгәнбез, менә бу Кул-Шариф торгызу, ул бик үзебез бөтен татарлар өчен, бөтен халык өчен дип әйтерлек, казанлылар, татарлар өчен бик зур дәрәҗә. Күп кенә кеше хәзер менә Казанга килгән кунаклар да Кул-Шарифның кем икәнен белә. Ул безнең горурлык, безнең тарих, безнең горурлык. Талгат Галиев всего лишь один из многих. Он долго соглашался на это интервью. Говорит, что мусульмане о благотворительности не говорят открыто, не афишируют. Это деяние сугубо личное, практически тайное. Но вклад его большой семьи в строительство мечети Кул-Шариф теперь это память о его предках, которых давно уже нет в живых, но для которых тогда этот вклад имел огромное значение. Мәрзия дәвәнебез ашлар уздыралар иде. Аштан соң менә Кул-Шарифка дип аерым садакалар бирәләр дип миңа һәм мин шунда аларны да әйтәйдем. Аллага шөкер. Шундай замана теге күңел күтәренке вакыт иде шундай. Җыеп бара идек тә, илтәйдек. Балалар да илтәйде, алар укыйлар иде. Әйтәйдем, что Динарун синдә үз кулың белән биреп чык дип шундай заманалар иде.
Сбор средств для стройки века, как ее назовут современники, среди народа за 10 лет стало доброй традицией. Своеобразным духовным ритуалом, без которого уже не обходился ни один мяжлис, ни одна встреча, ни один массовый мусульманский праздник. По сути, это когда-то забытая народная традиция вновь возродила такое важное дело среди татар, как меценатство. Bir apa o'zining ovuldagi yurtini sotib shuni ақшасын shunda berdi. Bir apa bor edi, 12 tiyin ақша olib keldi. Mana o'g'lim mening boshqa yo'q endi, mana 12 tiyin ақшам bor mening deb, shu 12 tankani biz tirkab aytib qo'yaydik. Bunda mana butun xalq yordam etdi. Kolxozlar oshliq berdilar. Kim narsa bilan buldira oldi? Men aytaman, qaysi bir kishi o'zining oltin baldog'ini olib kelgan kishilar bo'ldi. Qaysi bir kishi oltin shilbirni olib kelib bergan kishilar bo'ldi. Mana shunday butun xalq Зуфар Хазрат Галиуллин – первый имам мечети Кул-Шариф. Именно в его бытность, по инициативе тогда первого президента Республики Татарстан Минтимира Шаймиева был создан специальный фонд, куда вносились средства дарителей. В целом на строительство ушло свыше 400 миллионов рублей. Это деньги, которые пожертвовали 40 тысяч граждан и множество организаций. Большую часть этой суммы внесли крупные предприятия, такие как Татнефть и Нижнекамскнефтехим, и ряд агропромышленных комплексов Татарстана. Осень 1995 года выдалась на редкость урожайной, и первым шагом стало решение 2 центнера с каждого гектара зерновых после продажи направлять в фонд возрождения мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора. После открытия мечети уже были изданы, опять же, при прямом участии руководства республики специальные толстые издания. Вот некоторые из них лежат перед нами. Это 5 полноценных томов, где перечислены имена всех, кто принимал участие в строительстве. Их имена остались на века. Ни один человек, внесший свой вклад в это благое дело, не остался в стороне. Сложно сказать, чем руководствовались люди, которые отдавали свои последние сбережения. Как та женщина, которая продала даже свой дом в деревне. Наверное, это был душевный порыв, не имеющий рационального объяснения. Я помню, когда строилась эта мечеть, как раз в 90-е годы, я учился в Мадресе Мухаммадия, и когда я уж ехал в Казань, собирался ехать в Казань, дедушки, бабушки приходили ко мне и говорили: Улам, сынок, вот ты едешь в Казань, вот в Мадресе, мы тут немножко собрали вот садака, милостыню для строительства вот мечети, пожалуйста, и от нашего имени тоже отвези вот эти деньги. И мы приезжали, приходили сюда в Казанский Кремль и отдавали вот эту помощь наших бабушек, дедушек. Это было удивительное время. Время, когда желания и чаяния людей шли бок о бок с возможностями республики. Стройка получила поддержку республиканского и федерального правительства. День открытия мечети стало самым настоящим торжеством татарского народа. Многотысячные потоки людей стекались в Казань, чтобы стать свидетелями этого исторического события. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, хөрмәтле ватандашлар һәм мөхтәрәм кунаклар. Бүген халкыбызның гасырлар буе күңел түрендә йөргән иң изге хыялы тормышка ашты. Без барыбыз да бу дулкынландыргыч вакыйганың тере шаһитләре. Кул-Шариф мәчете халкыбыз хузурына кире кайтарылды. 450 елдан артык вакыт узганнан соң тарихның üzülmez җебен ялгап җибәрү һәм аны мәңгеләштерү бәхете нәкъ менә безгә сезнең белән насыйп булды. Мозаика и панно, мрамор и дерево, стекло и витражи. Сегодня Кул-Шариф является самым настоящим шедевром современного зодчества. Теперь это уже культурное наследие, красотой которого можно восторгаться просто бесконечно. Сегодня ее минареты касаются неба, как молитва, устремленная ввысь. Ее изгибы поражают изяществом, а детали – символизмом. Главная мечеть Татарстана в стенах Казанского Кремля – это и важная часть биографии тысяч людей, которые воплотили в жизнь мечту своего народа. Ильзира Юзаева и Влад Поташин. 7 дней. О великом значении возрождения мечети Кул-Шариф в новейшей истории Татарстана нам рассказал первый президент республики, государственный советник Минтимир Шаймиев. Минтимир Шарипович,
Говорят, что мечеть Кул-Шариф – это не только символ возрождения духовности татар, но и символ возрождения традиций меценатства. Что вы думаете по этому поводу? Такого еще не было в нашей стране. Ведь надо же вот такому случиться, когда мы приняли решение в 1995 году, во второй половине года, о возрождении мечети Кул-Шариф и о восстановлении собора Благовещения, получился на другой год, это по велению, наверное, Всевышнего, как угодно можно подумать, в душе мне так показалось, был прекрасный, хороший урожай. Вот как урожай примерно, какой был вот ушедшем 2020 году. Это не часто бывает в республике. Ну, тогда еще я, будучи президентом республики, пришла мысль, коль мы решились восстановить мечеть Кул-Шариф, откуда брать деньги? Времена же очень непростые были. По сути дела, денежного оборота не было на территории Российской Федерации. Тогда, кто помнит, недоминированные рубли были. Это 1000 раз, как говорится, больше, чем тогдашний курс, настоящий курс рубля, я бы сказал. Собрались, и я обратился к главной администрации, я говорю, вот Всевышний нам дал такой хороший урожай. Я думаю, что на 2-3 центнера урожай могло быть меньше. Но такой благоприятный был год. Как вы думаете, если мы 2 центнера с каждого гектара зерновых собираем урожая, продадим государству и создадим фонд возрождения мечети Кул-Шариф и восстановления Благовещенского собора? Знаете, бывает так, что даже лица посветлели, вот сидящих в зале, как-то ко времени все получилось. Как договорились, так и сделали. И это получилось 32 миллиарда рублей недоминированных. 32 миллиарда. Безусловно, то, что отражено в музее, что помощь промышленников, нефтяников республики, за все это огромная благодарность, не только по этому случаю, вообще за все годы работы фонда Возрождения. Бұл ұмтыла тұрған нәрсе түгіл, әр ауылда, әр, значит, идарә органдарында, орындарда үткәрелде халық белән җыелышып, шушы фикерен әйтеп, җыелышлар халыкның ризалыгы алынды. Качество наше человеческое и преданность, я должен сказать, каждого народа своей религии, это вот такой был выдающийся пример и символ, что ли, сила духа и на что мы способны, значит, поворотный момент истории. Всеобъемлющее, такое мощнейшее движение, шушындай харакат барлыкка келді. Шушы хәл, шушындай карар кабул ителмәгән булса, ул вакытта үзебезгә ышанмаган булсак, бу хәтле эш эшләнмәгән булыр иде. Аннан соң бит без инде ул елларда Казанның 1000 еллыгын уздырырга тиеш идек. Аны бит вакытында уздырдык. Без Казан Кремлен шул вакытта җибәрдек ЮНЕСКОга, ЮНЕСКО исеменә кертергә дип. Бу шушы вакыйгалар бөтенесе бер чорда килүе, менә шушындый вакытта еллар ничек кенә авыр булуга карамастан, менә халыкның бердәмлеге, безнең бит күп милләтле бит республикабыз. Менә шулай бер фикергә килеп, менә шулай итеп берләшеп, дуслашып дип әйтер идем. Мин аны ничә әйтәм дуслашып дип, чөнки Кул-Шариф мәчете инде указ әзерләгәндә 95 елда анда күп кенә кызылар булды инде. Ул чагында бит инде
Jamg'iyatda dars aytib kerak belgilaganda bizning respublikada siyosiy xallar дұрысмекте қызған шақ еді енді. Әлі шындай шағда нелер келіп шықты сұраулар. Благовещенский соборы болған орында тарихи мәшет Гүлшариф болған екен deyip, бәлкім шушылай ішірі керек. Мен бұл шағында мүрәжағат біле шықтым халыққа. Нешек енді міне қазір Благовещенский соборын сөйтіп, жеміріп, мәйтем дейіні Гүлшарифны шында салсақ, кімге мұннан дұрысын еткенде тынышлық келемі, нәрсе келе бірер каприз ғынамы бұл. Тынышландырдық халықны, тынышландырдық. Аллаға шүкір, Гүлшариф мына өз орнына қайтты. Тарихи орнында қайттығына түгіл, өзінің тарихи орнында яңадан құрылды. Міне кішінің ихтияр кіші jamg'iyatda shunday o'rtaq til topa olу o'zi bir dirshangni aytganda bizning bir boyliq u tarixiy boyliq. Kishi millat mana shunday shurda sinala. Митим Шарипович, все-таки кому вы сегодня обращаетесь с особыми словами благодарности по поводу строительства этой мечети? Я должен сказать, что нашему многонациональному народу республики прежде всего, ну и, безусловно, поддержке команды своей, в то время, кто бы ни руководил республикой или и сейчас, это очень сильная команда должна быть, единомышленников, и, безусловно, взаимопонимание и поддержка руководства Российской Федерации и при Борисе Николаевиче, и сейчас при Владимире Владимировиче. Это придает сейчас нам силы, что мы зрелые для того, чтобы решать и самые сложные задачи. Да, вот сейчас нас волнует проблема сохранения родного языка. Очень сложная проблема. Но я считаю, и тут мы найдем решение. Проще не становится никому работать, но сохранив единство и взаимопонимание. Проблемы всегда будут, проблемы они являются и движущей силой, но их надо спокойно, как говорится, терпеливо решать. Чудес не бывает. Манна с небес и раньше, и сейчас нельзя ожидать. Но я считаю, что у нас есть уверенность нашей республики и в завтрашнем дне. И нам важно, чтобы особенно федеральный центр в вопросах образования, сохранения, еще раз хочу сказать, родных языков. Нам надо духовной потребности больше совместно сейчас, как говорится, обращать внимание. Почему? Потому что спокойствие, когда говорят, что такое счастье, я говорю, это состояние души. У меня ответ во все времена, это мой ответ. Это, я думаю, многие так думают, а на самом деле так. Это состояние души. Хлеб на столе есть у всех. Есть, к счастью. Поэтому для счастья нужно состояние души, чтобы у меня и язык сохранился, я мог получить соответствующее образование, как говорится, работать во благо, как говорится, нашей исторической земли, исторической родины. На этой неделе на прилавке книжных магазинов страны вышел новый, уже третий роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Роман посвящен событиям, происходившим ровно 100 лет назад. И, наверное, главным героем этого романа можно назвать голод. Голод в Поволжье 20-х годов прошлого века. Книге этой нашлось место для событий в Казани, в Свияжске, хотя большей частью с нашими краями она никак не связана. Тем не менее, книга эта и в Татарстане будет иметь большой резонанс. Почему мы так уверенно говорим об этом? Потому что наш корреспондент Михаил Любимов уже прочитал эту книгу еще до ее выхода в печать. В этом нам помогла и сама Гузель Яхина, и ее издатель, редакция Елены Шубиной. Книга, собственно, уже вызвала резонанс, хотя на настоящий момент опубликованы лишь отрывки из произведения. Пока это лишь критика, причем критика зачастую граничащая с оскорблениями в адрес автора. Сегодня мы не будем говорить об этом, иначе нам пришлось бы часа полтора только развенчивать уже сложившиеся мифы. Сегодня сама Гузель Яхина расскажет нам, как создавался роман и чему он посвящен. Приезд писательницы в Казань ожидается только в мае, но мы не стали ждать и встретились с ней в
Гузель, спасибо за эту встречу. Мы с вами находимся в Москве, в Московском доме книги, в легендарном, который нас сегодня с вами приютил. И вот уже здесь появилась, в Казани, наверное, еще нет, но здесь на полках появилась вот эта ваша новая книга наряду с предыдущими двумя. Вот мы можем впервые показать ее и нашим телезрителям, и нашим, надеюсь, читателям. Гузель Спасибо. Якина, да. Самарканд. Поздравляем вас, конечно. Спасибо большое. Это большой труд. Я эту книгу читал, с вашего позволения, и я под большим впечатлением. Вы ее долго писали, ведь это целое историческое полотно. 2,5 года, получается, я ее писала. Начинала не с этой истории, немножко с другой, но в итоге, конечно, тема голода, она победила, потому что тема голода определяла жизни практически всех людей в Поволжье в 20-е годы. Поэтому получилось, что роман, в общем-то, по большому счету, конечно, о голоде в Поволжье. И голод — главный герой. Можно сказать так. Тысячи верст. Ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда еще не было. А вот начальником эшелона уже был. Фронтовик гражданской из молодых Деев. Назначен только что. Этот поезд, этот эшелон на Самарканд выходит из Казани, с вокзала идет и перемещается по поволжским лесам достаточно долго. Есть сцены в Казани, а есть очень большая сцена, целый эпизод, можно сказать, который разворачивается в Свияжске. Потому что Свияжск для меня очень родное, очень близкое место. Я знал, что вы не пройдете мимо. Нет, нельзя было пройти мимо. Плюс к этому я надеюсь, что, конечно, казанцы и свияжцы узнают тот дом, в котором происходит описанная сцена. Не будем раскрывать, но узнают наверняка. Для того, чтобы написать такой труд, пришлось очень много сидеть в архивах, в том числе и в нашем национальном архиве. Да, была в Национальном архиве РТ. Несколько дней я там провела и листала, в основном читала, выписывала себе что-то, материалы по жизни детских домов и детских приемников. Именно там, кстати, наткнулась на информацию о том, что когда-то, несколько месяцев, детский эвакоприемник номер 1 располагался в бывшем дворянском собрании, то есть в здании мэрии, получается. Очень интересно мне показалось, что во дворце практически располагался детский приемник. И поэтому вот этот вот дворец стал как раз местом действия одной из первых ключевых сцен в романе. Дорога начинается в Казани. Понятно, что с вокзала Казанского уходит эшелон. Уходит он сначала на запад, туда к Арзамасу, а позже разворачивается уже на юг и на восток и уходит дальше через Оренбург, где происходит много всяких приключений. Уходит ниже, восточнее, южнее, через Аральск, где происходят тоже всякие разные интересные сцены, вдоль Сырдарьи уже, через пустыню. Винтовки, лошади, басмачи, пески, эшелон, паровоз, стрельба, приключения. Мне кажется, вполне себе исторно. Теперь снова поезд, просто потому что постоянное перемещение – это, конечно, способ увлечь читателя и способ поддержать его интерес. Это все для меня способы поддержать читателя в его движении по тексту, чтобы не хотелось закрыть на второй же странице, а чтобы все-таки сюжет тащил за собой. Поэтому я слово «сюжет» не боюсь, он был очень важен. Деев смотрел на эти лица и понимал, что знает каждое по имени. Ржавый профессор, железный Пип, Зазуля, Грига Аднау, Тощая Джамал, Петька Помпадов, Федя Фрейд, Хази Гайну, Юська Аспид, Яшка Брязга, Бога Быченька, Гринька Цивуля. Я, на самом деле, хотела написать такой роман, который был бы действительно очень достоверным. И я постаралась максимально сохранить ту историческую правду, которую нашла, особенно
в таких вот небольших, но очень интересных вещах, аутентичных, как, например, речь беспризорников. Многие фразы, которые говорят, кричат, спорят этими фразами дети, они настоящие. Я их вытащила из газет, например, вытащила из подшивки «Красной Татарии» за 1926 год, который я тоже все пролистал, ну и так дальше. То есть от вот этих вот фраз до, конечно, исторических фактов, которые я брала из работы историков. Вы, конечно, понимаете, что создали произведение, которое вновь может быть экранизировано. Если книга «Эшелон на Самарканд» будет экранизирована, я буду совершенно счастлива. Пока таких планов у нас нет. Но, конечно, это не сериальный жанр, это, конечно, формат полного метра. Да. Это дорогое историческое кино с большим количеством локаций, с 500 детей, что кошмар, наверное, для любого режиссера, эти 500 детей. Это сложная задачка, но если кто-то захочет, я, конечно, буду совершенно счастлива. Как вы прожили этот сложный 20-й год? Я понимаю, что с точки зрения писательской, может быть, даже какую-то пользу сослужил вам. Все-таки уединение, изоляция, скажем так. Ну, с одной стороны, конечно, этот 2020 год помог быстрее написать роман, совершенно точно, потому что вдруг внезапно все планы отменились, встречи, поездки, те эпидемии, о которых я писала, эпидемии столетней давности, оказалось вдруг, что такая эпидемия может сейчас происходить. И я вот так вот очень грустно шутила, что у меня передо мной на экране разворачивается тифозная и холерная эпидемия 1920 года. А когда я выхожу из этого состояния, закрываю компьютер, то оказываюсь в эпидемии коронавируса 2020 года. Вот это было, конечно, горько, но это было так. Нам когда ожидать вас в Казани? Вашей новой книгой. Да, с удовольствием приеду рассказать о книге. И уже намечены встречи в новом здании библиотеки национальной, в доме Аксенова. И это все будет в мае, это будет в перерыве между майскими праздниками. Плюс, конечно, обязательно поеду на Свияжск, и там тоже будет встреча. Поэтому начало мая. Проводим, давайте, эшелон. Да, до свидания. Ну и в завершении программы об одном из самых любимых, веселых, народных и сытных праздников. Это также одна из приятных традиций программы «7 дней». Пройти мимо праздника Масленица просто нельзя, ведь он длится целую неделю. Как республика и Казань в этом году провожала зиму и какой была Масленица в нашем репортаже. Выходили на большую поляну, играли в народные игры, катались с горки, сжигали масленицу, ели вкусные блины, ходили по гостям. И до сих пор приятно, что эта традиция сохранилась. А в городе можно так же? Конечно. А сейчас? Вот, мы на Кремлевской набережной играем в народные традиционные игры. Ну что такое Масленица? Прежде всего это настроение, эмоции, праздник. Уже потом проводы зимы, сжигание чучела, блины и все остальное. И вот здесь эти эмоции, праздник, настроение можно ощутить в полной мере. Здесь, в самом центре Казани, на Кремлевской набережной, где расположена одна из площадок Казанской Масленицы. Неважно, ты иудей, там, мусульманин, русский, но Масленица в любом случае, если она отмечается в народе, то она должна отмечаться. Цветок! Здорово! Поете русские песни, не знаю, татарские песни, любые. Веселиться и радоваться тому, что солнце снова, значит, светит ярко, что тепло, людей много. И невзирая на все эти коронавирусы, на все остальное,
Просто надо радоваться тому, что ты живешь. Естественно, надо с размахом отдыхать, гулять, детям показывать, как это все происходит, чтобы запомнили, чтобы было что вспомнить, когда они вырастут, своим детям рассказывали. Самое главное – это кушать блины с икрой, я думаю, и веселиться, конечно. А платки такие красивые где это раздают? Подарили? На Масленицу? На Масленицу. С праздником, с праздником. С Великой Масленицей. Всем счастья, любви, добра. Обязательно блины, хотя мы даже татары все равно печем блины. Такие праздники. Ну, у татар тоже блины каймак, да? Но это каймак, они же маленькие, а вот тут прям большие блины, русские, настоящие блины с начинкой. Уважаемые участники вот сегодняшнего празднества Великой и Широкой Масленицы, которая отмечает сегодня уже не только русский, весь многонациональный народ отмечает этот древний, пришедший к нам из глубины веков, этот замечательный праздник. Открывайте ворота! Масленица пришла! Центральная площадка празднования Масленицы в Казани – это, конечно, территория Малого Лебяжья. Это и понятно. Одно из любимейших мест отдыха горожан и гостей столицы. Удобное общественное пространство, рядом природа, лес. Ну и кроме того, выражаясь телевизионным сленгом, здесь сумели организовать очень много зон активности. Тут и хоккей в валенках, и горки, и различные аттракционы, концерты. Словом, отдыхай, веселись, Масленица! Замечательное. Желаем всем зрителям и вам, поздравляю всех с Масленицей, всем здоровья, веселых дней. А мы русский народный хор имени Виктора Птичкина. Да. У меня подружка мусульманка блины печет сегодня с утра, так что у нас все праздники общие. Самое главное, всем здоровья. Настроение хорошее, чтоб в душе весна цвела, солнышки пел, чтоб плохое все забывалось, а было только хорошее. И вы, ребят, будьте здоровы. Вот такие куколки-масленицы помогают избавиться от всего негатива. То есть мы кукле отдаем то, что мы хотим избавиться. Их сжечь надо? Да, их сжигают в светлое время суток. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барыгызга да иң изге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания. И сам булыгыз. В студии София Егорова. Здравствуйте. Новая неделя марта будет облачной, но, несмотря на это, станет заметно теплее. Об этом поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге начало недели будет облачным и снежным, до -2. Со вторника осадки прекратятся. В среду уже 0 градусов, к выходным возможны осадки. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево понедельник и вторник облачно и снежно, до -5. Со среды станет еще теплее, но осадки не прекратятся. В центральных районах республики понедельник встретит жителей снегом, днем до -2. Во вторник станет еще теплее. К выходным осадки только усилятся. На юго-западе республики начало недели облачное, до -1. В пятницу станет совсем тепло, возможен мокрый снег. На северо-западе республики, а также в Казани почти вся неделя ожидается пасмурной и снежной, -1–3 градуса днем. Выходные также снежные и довольно теплые. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.